Так, слово для выступления предоставляется постоянному представителю Джогорки Кенеша в Конституционном суде Срану Самату Хаштубекович. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Саламатсыздар ба, құрметті конституциялық судьялары, құрметті тараптар. Джогорки Кеңеш Кыргызской Республики, проанализировав ходатайство Тусучу Ханики Азимджановны о проверке соответствия статей 218 и 333 Трудового кодекса Кыргызской Республики и постановлением правительства Кыргызской Республики о перечне производства работ, профессий, должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, и считать приведенным в нем доводу необоснованным, а требования обращенной стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 1 статьи 45-42 Конституции Кыргызской Республики закрепляет право каждого на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленным законом прожиточного минимума. Право на свободу труда как субъективное право каждой личности предопределено особенностями конституционно-правового развития и выражает определенную степень свободы, гарантируемой государством, и затрагивает основные сферы жизнедеятельности личности, является формой реализации правомочий и интересов граждан. В частности, распоряжается своими способностями к труду на выбор профессии и рода занятий. Из приведенного выше конституционного положения не вытекает право гражданина занимать определенную должность, выполнять конкретную работу в соответствии с избранным им родом деятельности и профессией и обязанность кого бы то они не было такой работы или должности ими представить. Сфера трудовых отношений, свободы труда управляется прежде всего договорным характером труда. Именно в рамках трудового договора на основе соглашения гражданина и работодателя решается вопрос о работе по определенной профессии, специальности, квалификации или должности. Таким образом, свобода труда предполагает обеспечение каждому возможность на равных и другими гражданами условиях и без какой-либо дискриминации выступать в трудовые отношения, реализуя свои способности к труду. Согласно статье 3 Трудового кодекса Кыргызской Республики, регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики осуществляется трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе постановлением правительства Кыргызской Республики. Также в соответствии с статьей 9 Трудового кодекса Кыргызской Республики обозначено, что запрещается дискриминация в сфере труда, в том числе по половым признакам. При этом главой 24 Высшего кодекса законодатель предусмотрел правовые нормы, где предоставляется ряд гарантий прав женщинам, включая дополнительные гарантии при приеме на работу для беременных женщин и женщин, имеющих детей, гарантии при расторжении трудового договора, а также при направлении, командировке, привлечении к сверхурочной работе в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни и другие. Ввиду чего сообщаем, что в соответствии с статьей 303 Трудового кодекса Республики государство проявляет особую заботу о здоровье женщин и запрещает применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, а также на подъемных работах, кроме нефизической работы или работ по санитарному и бытовому обслуживанию, а также работ, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающие предельно допустимые для них нормы. В законе Кыргызской Республики о государственных гарантиях равных возможностей для мужчин и женщин у них указывается на равный доступ и свободный выбор трудовой деятельности, равную оплату труда за труд одинаковой квалификации, независимо от пола, право на получение информации о замещании должностей на государственной службе, обязанности работодателей создавать надлежащие условия труда, установленные квоты для трудоустройства инвалидов и другие нормы, направленные против дискриминации. Необходимо принять во внимание пункт 2 статьи 4 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
от 18 декабря 1979 года, который Кыргызской Республики присоединились к постановлению Законодательного собрания Кыргызской Республики от 25 января 1996 года и собрания народных представителей Кыргызской Республики от 6 марта 1996 года, который предусматривает, что принятие государственными участниками специальных мер, направленных на охрану материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей конвенции. Мы считаем, что это не считается дискриминационным. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Конвенции Международной организации труда о дискриминации в области труда и занятости 1958 года, всякое различие, исключение или предпочтение основные на специфические требования, связанных с определенной работой. Эта конвенция тоже не считается дискриминацией. Также отмечаем, что части 2 статьи 4 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, где указано, что принятие государствами, участниками специальных мер, направленных на охрану материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей конвенции, не считается дискриминационным. В свою очередь, межгосударственный договор и иные нормы международного права, ратифицированные Кыргызской Республики, являются составной и непосредственно действующей частью законодательства Кыргызской Республики. На основании вышеизложенного считаем, что статьи 218 и 333 Трудового кодекса Кыргызской Республики не противоречат частям 3-4 статьи 23, частям 1-2 статьи 24, часть 1 статьи 42, статьи 55, частям 1-2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Также по постановлению правительства о перечне производства работ, профессий, должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, была принята 24 марта 2000 года и была обновлена дважды в 2005 и 2019 годах. Перечень работ определяется правительством Кыргызской Республики и был принят в рамках реализации статей 218 и 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики. Перечень запрещенных профессий для женщин — это не ущемление прав женщин, это не дискриминация, а их правозащита от опасных условий труда, которые могут нанести вред здоровью, в первую очередь репродуктивному, а также повлиять на здоровье будущего поколения или иметь отдаленные последствия. Эксперты полагают, что постепенное сокращение из списка возможно с помощью автоматизации некоторых процессов или улучшения условий труда. Сокращение перечня должностей, где ограничивается труд женщин, позитивная тенденция. Сегодня в условиях цифровизации и технологизации эта отрасль трансформируется, меняются сами профессии. Работать в этих сферах становится легче. Использование тяжкого физического труда становится меньше. Появляется автоматизация, роботизация, проще становится и мужчинам, и женщинам. Поэтому ограничения снимают у женщин, появляется доступ к новым профессиям. Для полной отмены перечня или исключения из него отдельных профессий, в первую очередь важна готовность отрасли, ее экологичность и технологичность, так как за женщиной сохраняется важнейшая социальная роль, связанная с материнством. Если профессия связана с тяжелым физическим трудом, не экологичной, не соответствует стандартам, то там вредно работать не только женщинам, но и мужчинам. Конституция Кыргызской Республики, Трудовым кодексом Кыргызской Республики запрещена любая дискриминация, в том числе по половой принадлежности. Просто существует определенный перечень профессий, которые опасны для здоровья женщин. Это обусловлено тем, что женщина является еще и мамой, от нее зависит в том числе способность выносить, родить, вырастить ребенка, ее здоровье, значит будущем страны. На основании вышеизложенного считаем, что перечень производства работ, профессий, должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, утверждено постановлением правительства Республики, это не ущемление прав женщин и не дискриминация, а их правозащита от опасных условий труда, которые могут нанести вред здоровью, в первую очередь вред продуктивного, а также повлиять на здоровье будущего поколения или иметь отдаленные последствия. Руководство статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики, Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Тусучевой о проверке конституционности статьи 218 и
330 Трудового кодекса Кыргызской Республики и постановление правительства Кыргызской Республики о перечне производства работ, профессий, должностей с вредным и опасным условием труда, на которых запрещается применение труда женщин от 24 марта 2000 года, оставить без удовлетворения. Все, да.